Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В миграционной службе Туркменистана назначен новый руководитель. В Ашхабаде продолжаются выступления российских цирковых артистов. Туркменистан увеличил поставки природного газа в Азербайджан и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов утвердил подполковника Аманмухамеда Сазакова в должности председателя Государственной миграционной службы Туркменистана, освободив его от должности заместителя главы этого ведомства. Соответствующий указ глава государства подписал в ходе заседания Государственного совета безопасности Туркменистана. В Ашхабаде при полном аншлаге продолжаются выступления артистов Большого московского цирка на проспекте Вернадского и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Представление открывается захватывающим номером гимнастов-канатоходцев Екатерины и Валерия Свежовых. Зрители неизменно встречают их выступление шквалом аплодисментов. Всем полюбился и Байрам Агаев с медвежонком. Косолапый артист точно выполнял все команды дрессировщика, а напоследок, видимо утомившись, вальяжно уселся в кресло, закинув лапу на лапу. С января по апрель 2023 года Азербайджан увеличил закупку туркменского природного газа до 398 миллионов кубометров. По данным Госкомстата Азербайджана, стоимость этого импорта составила более 59 миллионов долларов США, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана получил приглашение на участие в выставке India MedTech Expo 2023, которая пройдет с 18 по 20 августа в Гандинагаре. Это крупнейшее мероприятие в Азии, посвященное новым технологиям в области медицины, здравоохранения и фармацевтики. Ожидается, что на выставке примут участие более 500 экспонентов из 25 стран и более 10 тысяч посетителей из разных секторов здравоохранения. Общий объем выданных банками Туркменистана кредитов по состоянию на 1 июля этого года увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы кредитных учреждений на 1,7%. Особенно активно росло кредитование негосударственного сектора, физических лиц, сельхозпроизводителей и ипотечных заемщиков. Об этом в ходе расширенного заседания Кабмина сообщил председатель Центрального банка Туркменистана Тойлы Мяликов. Ученые Гарвардского университета в США заявляют, что нашли лекарство, способное обратить вспять процессы старения в человеческом организме. По сообщениям одного из авторов исследования, профессора Дэвида Синклера, испытания препарата проводились только на лабораторных мышах, на человеческих клетках, но уже в следующем году начнутся испытания на людях. В состав препарата входят 6 химических соединений, имеющих омолаживающий эффект, способный продержаться несколько лет. Создатели надеются, что с его помощью можно будет избавляться не только от внешних проявлений старения, но и от многих возрастных заболеваний. Корейская компания Samsung представила гигантский телевизор серии Neo QLED с диагональю мониторов 98 дюймов и разрешением экрана 8К. Телевизор имеет систему подсветки и локального затемнения, что делает просмотр более кинематографичным. Экран с антибликовым покрытием может масштабировать видео с разрешением меньше 8К, повышая таким образом качество изображения даже при низком разрешении исходного материала. Новинка пока продается только в магазинах Кореи по цене $39 тысяч. После летнего перерыва продолжается 31-й чемпионат Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. В этом году чемпионский титул впервые защищает Ахал из Анау, который выиграл чемпионат в прошлом году. По итогам первого круга лидером турнирной таблицы стал футбольный клуб «Аркада», который набрал 24 очка в 8 играх. На втором месте расположился Алтын-Асыр, тройку лидеров замыкает Небичи. Второй тур чемпионата возобновится 4 августа. Сборная Туркменистана по борьбе на поясах показала блестящий результат на чемпионате мира в Астане. На престижном турнире, где выступали лучшие спортсмены из 30 стран, туркменская команда завоевала 11 медалей разного достоинства. Из них 4 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Туркменские борцы на поясах продемонстрировали высокий уровень мастерства и духа, подтвердив свой статус одних из лидеров этого вида спорта в мире. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.